Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В Баку по инициативе Общественного объединения Центра сотрудничества азербайджанцев и других тюркоязычных народов, а также азербайджанского представительства кандидата в президенты Турции Синана Огана прошло мероприятие, в котором приняли участие представители науки, культуры, общественных организаций, журналисты и гости. В этот день отмечается 28 мая, День Республики Азербайджана. Была подчеркнута важность проведения в этот же день президентских выборов в братской Турции. Почти все телерадиовещательные организации Азербайджана и Турции вынесли в свои заголовки победу президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Эрдоган заявил, что на президентских выборах победила демократия. Выступая вечером 28 мая перед 320 тысячами человек перед президентским комплексом. Bir millettik iki devlet, eyni arzu eyni niyet. Bir millettik iki devlet, eyni arzu eyni niyet. Her ikisi cumhuriyet, Azerbaycan, Türkiye. Her ikisi cumhuriyet, Azerbaycan, Türkiye. Azerbaycan, Türkiye. Bir ananın iki oğlu, bir amacın iki golü. Bir ananın iki oğlu, bir amacın iki golüm. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Bugünkü Azerbaycan Respublikası. Член Совета прессы Азербайджана Азер Хасрет сказал: «Мы не единственные победители. Выиграла вся Турция и тюркский мир. Вот подходят к концу выборы президента Турции. В Турции завершается одна из самых волнительных президентских гонок в истории. Во втором туре выборов впереди Реджеп Тайип Эрдоган. Он набрал 52% голосов. Считаю, что в пользу Эрдогана сыграл его бесценный опыт в управлении страной, огромные медиаресурсы и личная харизма. Всех поздравляю». Сегодня наш счастливый день. Наш президент Турции победил. Это победа тюркского мира. Как же это радостно. Değerli dostlar, aziz soydaşlar, Победа Эрдогана дает нам надежду на то, что тюркский мир будет процветающим при его президентстве.
illəri Azərbaycan xalqının çox dəyərli bir gününü. Все выступившие поздравили Эрдогана с заслуженной победой. Что касается самого победителя, то он пообещал жителям Турции новый золотой век. То, чем он и займется в ближайшие 5 лет. Вот настоящий праздник царит на улицах азербайджанских городов. И здесь мы также отмечаем победу Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boyudur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, Muğlar bir soyudur. Özbek, Türkmen, Başkurt, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydur. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Türk milleti her devirde kardeş olmuşlar. Türk milleti her devirde kardeş olmuşlar. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen, Başkurt, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydur. İstanbul'a yola devam ediyoruz. У праздника 28 мая День Республики Азербайджана и выборов президента Турции. Довольно простой рецепт. Надо жечь салюты, погромче гудеть и погромче кричать. И еще можно танцевать, петь и веселиться. Ezilenlerin gür sesidir o, suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Halkın adamı, hakkın aşığı, o milyonların omuz ışığı. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Oldu her zaman sözünün eri, çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında, anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep
Gençlerin korkulu rüyası İnandığı yolda gider yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan İnandığı yolda gider yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Представительства телеканала «Пирамида» были свидетелями этих радостных событий в Баку. В 1918 году 28 мая в зале дворца бывшего наместника российского императора на Кавказе в Тифлисе была подписана Декларация независимости Азербайджана. В Азербайджанской республике праздник как День республики начали отмечать с 1990 года. С 2021 года его переименовали в День независимости. По случаю очередной годовщины Дня независимости азербайджанское посольство в Кыргызстане организовало дипломатический прием. Мы с гордостью, с приподнятой головой отмечаем этот сегодняшний праздник. Я хотел бы словами Гейдара Алиева сказать еще раз, чтобы наш огонь в наших очагах не потухло бы, чтобы наши деревья не было бы порезаны, чтобы вода не засохла бы в наших реках. И самое главное, не потухло бы наш свет. Это он когда-то сказал. И это слова для меня, лично для меня, как святые слова. Спасибо вам. Я очень рад, что сегодня на наших мероприятии присутствовали очень много гостей, руководителей отдельных министерств. И это дало особый тон нашему сегодняшнему вечеру. Среди приглашенных дипломаты, общественные деятели, писатели, ученые и политики. Для них всех Азербайджан – это братская страна. Хотя Китай и Азербайджан находятся очень далеко географически, но отношения между Китаем и Азербайджаном очень близкие, дружественные, хорошие. И сотрудничество, особенно в последние годы, между нашими странами тоже получилось большие успехи. И, конечно, в такой день праздника, от имени правительства, от имени народа Китая выражаю праздничные поздравления правительству Азербайджана и народу Азербайджана, чтобы страна развивалась, чтобы народ получился хорошей жизни, все благополучие. Для Кыргызстана Азербайджан не только братская страна, но еще и стратегический партнер. Кстати, такой статус наши отношения приобрели только в прошлом году. Мы создали Межгосударственный совет, второе заседание, которое намечается в этом году, в сентябре, пройдет. И реальные экономические отношения будут определять характер наших отношений. А она уже началась. Мы каждый год будем ставить на каждый год определенные задачи и будем решать эти вопросы.
Я очень большим оптимизмом смотрю на будущее наших отношений. В МИДе Кыргызстана с удовлетворением отмечают, что между нашими республиками не имеется никаких противоречий, поэтому нам необходимо объединить созидательные усилия и нарастить объемы сотрудничества во благо двух братских народов. Хотел бы с особым удовлетворением отметить важное мероприятие, которое планируется сторонами в этом 2023 году. Это очередное заседание Кыргызско-Азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, проведение Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане, в ходе которого планируется увековечить память великого кыргызского писателя Чемиза Туркулча Айтматова в городе Баку. Также сторонами прорабатывается вопрос проведения второго заседания Межгосударственного совета и открытия авиарейса по маршруту Баку-Бишкек. На сегодняшний день Азербайджан – это страна с сильной экономикой. Только за прошлый год ВВП вырос на 4,6%. В 2011 году Азербайджан одним из первых на постсоветском пространстве был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН. Страна является местом проведения международных мероприятий, таких как Организация движения неприсоединения, Международный гуманитарный форум, Всемирный форум по международному диалогу. В 2011 году Азербайджан впервые выиграл Евровидение, что позволило ему провести данный конкурс 2012 года в Баку. А в 2015 году впервые успешно проведены Европейские игры. С 2017 года проводится один из этапов чемпионата мира Формула-1. Все эти политические, экономические и гуманитарные проекты, осуществленные за последние 20 лет, закрепили за Азербайджаном имидж надежного и активного члена международного сообщества. Но всего этого могло бы и не быть, если бы не Гейдар Алиев, который в свое время смог сохранить страну и запустить процесс ее развития. Самое главное, что они быстро, вот их лидер Гейдар Алиев, опытный политик, опытный человек, он очень хорошо знал развитие государства, он был вице-премьер-министром Советского Союза, возглавлял органы Азербайджанского и Советского Союза. Его опыт, наверное, сыграл очень большую роль. Он смог объединить азербайджанский народ, азербайджанцы, поэтому у них и человеческие ресурсы правильно использовали, науку использовали в экономике, в производстве. И самое главное, у них ресурсы, природные ресурсы, нефть тоже сыграл свою роль. Поэтому я при Советском Союзе тоже был в нескольких районах. В 2014 году был в Шекинском районе, там очень нескольких районах Азербайджана. Я просто не узнал. Это современные улицы, современные дома, современные отели. Народ, понимаете, азербайджанский народ узнал себя, и он встал на свои духовные, национальные ноги. Завершилось мероприятие по случаю Дня независимости Азербайджана праздничным фуршетом в сопровождении выступлений музыкантов и азербайджанских танцевальных коллективов. Екатерина Дакамбаева, Чикшан Замирбеков, «Пирамида». При поддержке фонда Гейдара Алиева, Государственным комитетом по работе с диаспорой, Генеральным консульством и Азербайджанским объединением Западно-Казахстанской области в Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева и Дню независимости Азербайджанской республики. Мероприятие состояло из 3 частей – научная конференция, концертная программа и выставка. Официальные гости во главе с заместителем акима Западно-Казахстанской области Мукиевым и акимом города, главой исполнительной власти Саткановым, сначала осмотрели фотовыставку, затем приняли участие в научном семинаре и в концертной программе. В начале программы концерта прозвучали государственные гимны Республики Казахстан и Азербайджанской республики. Затем директор общественного фонда «Азербайджанский центр» Илькин Оруджев рассказал о политической деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Глава Генерального консульства
Эльчин Мамадов проинформировал о особых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджано-казахстанских отношений. Кроме этого, дипломат поделился о воспоминаниях президентов Республики Казахстан и Азербайджанской Республики об общенациональном лидере, которые прозвучали в апреле текущего года в Астане в парке, увековеченном в честь Гейдара Алиева. В заключение он поблагодарил всех за особое уважение, оказанное со стороны жителей области за заслуги и увековечение имени Гейдара Алиева. Вместе с тем рассказал об истории создания Дня независимости, общественно-политических деятелей того времени, восстановления независимости, прихода к власти общенационального лидера по настоянию народа, развития экономической и социальной жизни Азербайджана того времени, периода процветания, нефтяной стратегии и последователей ее политического курса, удачной внутренней и внешней политики, уважаемого президента господина Ильхама Алиева. Азербайджан стал лидером в регионе и держателем слова среди стран мира, а также нашей решительной армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. В 44-дневной Отечественной войне были разгромлены армянские воинские формирования, освобождены наши земли от оккупации, проведены восстановительные работы на этих территориях. Он рассказал о последних применяемых нововведениях и динамичном развитии связей между республиками Казахстан и Азербайджан, основанных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым по линии, которая в настоящее время поднимается еще выше под руководством уважаемого президента господина Ильхама Алиева. Позже заместитель акима Западно-Казахстанской области Мукиев, аким города, глава исполнительной власти Сатканов поздравили азербайджанский народ в связи со столетним юбилеем великого лидера Гейдара Алиева и Днем независимости и рассказали об особых заслугах великого лидера Гейдара Алиева в развитии двусторонних отношений. Они говорили об особой симпатии, которую он постоянно проявлял к народу и государству Казахстана. Вместе с тем заявив, что существующие между нашими народами и государствами исторические связи высокого уровня развиваются изо дня в день. Они говорили о существующем потенциале в развитии отношений. В заключение, выразив всем свою благодарность, они заявили, что казахстанский народ всегда был рядом с Азербайджаном. Затем глава Дома дружбы Уральской области Махамбет Султангалиев, поздравив азербайджанский народ со столетием великого Гейдара Алиева и Днем независимости, поделился добрыми воспоминаниями о нашей стране и народе. Мероприятие было высоко встречено гостями. В Узбекистане на международном фестивале «Культурные традиции и кухня народов» шедевр азербайджанской кухни «Долма» удостоен первого места.
Международный фестиваль «Культурные традиции и кухня народов», прошедший в Центральном парке Ташкента, был организован Министерством иностранных дел Республики Узбекистан. И на этом мероприятии Азербайджан был представлен на высоком уровне. На фестивале приняли участие послы, дипломаты разных стран в Узбекистане, представители международных организаций, представители общественности, местные азербайджанцы, журналисты, жители города Ташкент. На мероприятии приняли участие также посольства и культурные центры Азербайджана, Турции, Великобритании, Евросоюза, США, Казахстана, России, Италии, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, а также Южной Кореи, Индии, Пакистана, Таджикистана, Украины и других стран, представленных в Узбекистане посольствами. Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане, представляющий нашу страну, на этом мероприятии организовал национальный стенд Азербайджана. В этом году Азербайджанский культурный центр принимает участие на международном фестивале, посвятил столетию общенационального лидера Гейдара Алиева. И с этой целью перед павильоном Азербайджана была установлена специальная выставка фотографий и публикаций о великом лидере. В уголке, отведенном для Азербайджана, были выставлены флаг страны, издания о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, книги об экономическом развитии страны под руководством президента Ильхама Алиева, публикации, изданные фондом Гейдара Алиева на русском и английском языках из серии «Карабахские истины», также 6 книг об истории и культуре Азербайджана. На фестивале внимание участников привлекли сувениры азербайджанской культуры, национальные мужские и женские костюмы Карабаха. Гостям, посетившим азербайджанский уголок, были подарены книги и журналы различного содержания о культуре и кухне страны. Также гостям были предложены плов, долма, кутаб, довга, кюкю и сладости. Страны, которые участвовали в фестивале, продемонстрировали культуру своих народов, песни и танцы, образцы блюд. На концерте, организованном в рамках фестиваля, члены танцевального ансамбля Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане исполнили национальные танцы. Жюри фестиваля, представляющего разные страны, по номинации «Самое вкусное блюдо» признало национальное блюдо Азербайджана «Долма», представленное Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане, и удостоило специальным призом фестиваля. Отмечено, что средства, вырученные от реализации национальных блюд на международном фестивале, предназначены для передачи в школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья в Узбекистане. Oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Şveysariya elçixanası. Association of Cooks of Uzbekistan.
Олимпиада по истории тюркского мира, посвященная столетию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, подвела итоги. Школьники из Кыргызстана также приняли участие и были награждены. Состоялась церемония награждения победителей совместной Олимпиады тюркского мира, посвященной году Гейдара Алиева. Перед церемонией сотрудники управления образования города Баку и участники совместной Олимпиады тюркского мира пришли на аллею почетного захоронения Шехидляр Киябаны и посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, отдали дань его памяти, возложив цветы к памятнику. Гости также посетили аллею шехидов и турецких шехидов. В церемонии приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, руководитель БГТИ Мехрибан Велиева, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, депутаты, послы республик Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, представители Министерства науки и образования и БГТИ. Приняли участие руководители структурных подразделений, директора общеобразовательных учреждений, студенты, преподаватели, представители СМИ и не только. Выступивший на мероприятии заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов поздравил команды всех братских тюркских стран, участвующих в Олимпиаде. Позже состоялась церемония награждения участников и призеров Олимпийских игр, представляющих тюркские страны. Мероприятие завершилось композицией на основе танцев тюркских народов. Меня зовут Рахат, Джунушбаева Рахат. Я являюсь генеральным директором компании Hyundai Elevators Кыргызстан. Мы являемся дистрибьюторами компании Hyundai. Поставщики лифтов, эскалаторов в Кыргызстан. Роль женщины в обществе, это испокон веков, и на данное и в настоящее время оно было огромное. Женщина – это кто? Хранительница очага. Женщина – она отвечает за семью, за воспитание детей. Помимо этого, сейчас в современном обществе женщины настолько активно работают именно в развитии не только социально-культурной, экономической, политической жизни страны. Политической жизни страны, и свой вклад вносят и в экономике, и в развитие экономики, вклад в страну. Вот в развитие экономики. Вот сегодня собрались, сколько женщин собрались? 300 женщин, здесь. И у каждой женщины огромный вклад в развитие не только экономики Кыргызстана, но и в социальное развитие страны, и в воспитании детей, и в семье у них огромная роль. Спасибо. А вы что можете сказать? Менин атым Нуржан Казакбаева. Айымдардын ишкерлиги тууралуу айтайын дегем. Ишкер айымдар тууралуу. Ишкер айымдардын ишкердүүлүккө келүүсү эң жакшы туура тандоо деп ойлойм. Анткени ишкерлик менен бирге айымдар өзүн өзү өнүктүрсө болот да. Мисалы үчүн үйдө деле ишкерлик менен эгер алектенбесе, үйдө деле күнүнүк оокат менен күн өтө берет да. Эгер кандайдыр бир ишкерлик баштаса, үйдөгү оокат дагы бүтөт, анан ишиң дагы жүрө берет да. Бир жагынан финансылык жактан дагы көз карандысыздыкка алып келет. Ошондуктан эгерде айымдар финансылык жактан да көз карандысыз болсо, иш менен алектенип турса, алар үчүн же болбосо ошол ишкерлик менен алектенип жатып, алар өзүнүн потенциалын ачышат да. Ошол потенциалды ачып, өзүн өзү айым өнүктүрсө, ошол айым үй бүлөсүндө татыктуу эне болот деп эсептейм да. Балдарга тарбия берүүдө салымы чоң болот деп ойлойм. Спасибо большое, чоң рахмат. Женщина и предпринимательство – это совместимо? Да, совместимо. Совместимо. Женщина – хранительница очага. Да, верно. Что думаете? Да, верно. Верно. Женщина должна воспитать детей. Детей, но не сидеть дома весь день. Сегодня? Да, сегодня. Раньше не так было? Раньше они сидели дома весь день. Да. Откуда вы? Я с Ошской области. Ошской области? Да. А кем работаете? У меня гостевой дом, как предприниматель, и сама работаю преподавателем вуза и гидом-переводчиком. Меня зовут Элиза Аселбек, я являюсь предпринимателем уже более 10 лет, как в сфере услуг веду несколько направлений бизнеса. Также я являюсь членом правления
Ассоциации женщин-предпринимателей «Курак». Как видите женщину в обществе? Вы знаете, издревле роль женщины у нас, у кыргызов, в обществе, она была всегда балансированная. То есть для меня, насколько вот в какой семье я воспитывалась, роль женщины всегда занимала значительную роль. У нас никогда не было такого понятия, как женщина там это второй сорт или женщина это твоя роль ничтожная. Вот таких вот изречений или таких там мыслей даже я не встречала, пока росла, поэтому даже общаясь с бабушкой, вот я долгое время проводила со своей бабушкой, с маминой стороны, я помню, как она мне рассказывала, насколько ее роль в семье, потом в семье ее у моего дедушки, мужа, да, ее каким образом воспринималась. Вы, насколько знаете, у нас, у кыргызов, были женщины-лидеры, были женщины эльбашчи, да, были женщины батыры, героини, которые, когда надо было, вставали, спасали свой народ, выходили и на войны и так далее. Я сейчас просто вижу изменение в инфраструктурном плане, а так роль как воспринималась в обществе, так и воспринимается. Для меня сейчас роль женщины ничем не изменилась. Мы сейчас видим, насколько женщины имеют возможность выразить свое желание, хотение, и я не вижу никаких проблем в этом отношении. Я думаю, что, как и в семье, роль родителей, она должна быть одинаковая. То есть, какую роль играет в воспитании папа, точно в таком же соотношении роль должна играть мама. То же самое я распределяю в гендерном понимании, да, то есть я считаю, что и мужчины, и женщины одинаково играют роль в воспитании общества. Предприниматель и женщина. Как вы смотрите на это? Очень даже положительно. Я более того считаю, что женщина-предприниматель, женщина, если она образована, то ее дети образованы, то и, соответственно, общество тоже. А если женщина-предприниматель, то я это связываю с устойчивостью экономики. Потому что на примере, я не хочу выделять женщин от мужчин, но просто мне почему-то верится, что по своей натуре, вот нас природа этим наделила, да, женщины более стойкие на все удары, на все трудности и сложности жизни, а когда это касается бизнеса, тем более они выносливые, и очень много, я полагаю, что женщин, которые не сдаются, то есть они, если один раз обанкротились, я очень много знакома с такими предпринимательницами, которые вставали и заново начинали свой предпринимательский путь. Бизнес-леди. Очень даже хорошо, бизнес-леди. А вы знаете, когда женщина имеет голос, когда женщина имеет право лоббировать интересы, когда женщина может менять легко и быстро своими достаточно такими аналитическими, интеллектуальными способностями, данными, то это очень хороший показатель. А бизнес-леди становятся те женщины, которые проходят определенный путь, получают образование, получают опыт предпринимателя и приходят вот к такому уровню, где их можно смело называть бизнес-леди. Да? То есть я считаю, что бизнес-леди это точно так же, как мы с таким почетом и уважением относимся к бизнесменам, точно так же на том же уровне можно будет воспринимать бизнес-леди.